Здравствуйте, дорогие друзья! С вами «Утро Якутии» – программа, которая помогает начать день правильно, активно и позитивно. Пусть сегодня сбудутся ваши планы, встретятся хорошие люди и погода не подведет. Мы желаем вам хорошего, отличного, продуктивного дня и прекрасного настроения. Конфуций мудро заметил: когда поднимается солнце, нужно проснуться. Солнце уже взошло давно над нашей республикой, значит, пора вставать и встречать новый день. С вами телеканал «Якутия-24» НВК «Саха». И прежде чем выйти из дома, давайте сверимся с прогнозом. Узнаем о температуре, ветрах и осадках для нашего города и для районов республики. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке плюс 14 градусов. В Заречной группе 13-24 выше 0. В южных 14-21 со знаком плюс. В Вилюйской группе 15-25, в Нижнеленских 8-18, в западных 15-24 выше 0. В Колыме-Индигирской группе улусов минус 2 плюс 13, в Янских плюс 3 плюс 11, на северо-западе минус 6 плюс 2. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке плюс 11 градусов. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Ветер северный 1 метр в секунду. Сегодня днем облачно с прояснениями. Ветер также северо-восточный 1,3 метра в секунду. Температура воздуха днем ожидается до плюс 24 градусов. Рассвет может быть хмурым, ветер колючим, но утро всегда доброе, если его начинать с движения. Зарядка – это маленький ритуал, который превращает любой день в возможность для новых свершений. Встаем и повторяем вместе с нами. Сегодня мы с вами немножечко будем активничать и добавим в наши тренировки небольшое кардио. Поехали! Дышим. Колено мягче, спинка прямая. Еще. Слушаем темп. Улыбаемся. Готовимся к новому дню. 3, 2, 1. И переходим на захлесты. Поехали. Работаем с носочком, мягко, не отбивая стопу. Дышим. Хороший глубокий захлест до ягодицы. Увеличиваем пульс. 3, 2, 1. А теперь пойдем в выпрыгивание. Солнышко. Выдох, выдох. Еще. Продолжаем. Выдох, выдох. Еще. Не останавливаемся. Выдох, выдох. Ручки прямые, мягкое колено. Работаем с носка. Выдох, выдох. Еще. 3, 2, 1. Закончили. Ноги широко. Соединяем. Марш-марш. Выдох, 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 выдох. Вдох и выдох. Вдох. Восстанавливаем дыхание. Еще. Вдох. Восстанавливаем дыхание. Еще. Марш-марш. 3, 2, 1. Ручки вместе. Прыг. Выдох. Выдох. Еще. Выдох. 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 Еще. Выдох. 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 Продолжаем. Выдох. 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 Еще. Дышим. 3, 2, 1. Стоп. Марш-марш. Здесь у нас будет еще 2 повтора. 3, 2, 1. Ручки вместе. Прыг. 3,
2, 1. Марш-марш. Дышим. Еще будет подход. 3, 2, 1. Поехали. Выпрыг. Прыг. 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 Мягче. Мягче. Еще. Еще. Выдох. 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 3, 2, 1. Марш-марш. Дышим. Мы уже у финишной прямой. Еще. Крайний. Ручки вверх. Стоим. Ножки шире. Округлились. Закрылись. Выросли. Еще. Выдох. Еще. Выдох. Продолжаем. Выдох. Еще. Выдох. Вверх. Удержание. 3, 2, 1. Стороны. 3, 2, 1. Ручки вниз. 3, 2, 1. Сняли, закончили. Ну что ж, всем отличного дня. До встречи. Ну а сейчас предлагаем продолжать просыпаться, но уже с пользой и радостью. У нас отличная новость для всех, чье сердце болит за бездомных животных. Теперь вы можете помочь кошкам из приютов, даже не выходя из дома. Просто выберите котика на сайте, оплатите корм и смотрите онлайн, как ваш новый пушистый друг завтракает. Feed the Cat – это настоящий стриминг-портал для всех фанатов пушистиков. Люди со всего мира собираются вместе, чтобы нажать кнопку «Покормить», а потом обсуждают, как мило их любимый хвостатый стример управился с порцией корма. Не волнуйтесь, бесконечно кормить кошек нельзя. Создатель проекта добавил на сайт радио, чтобы зрители не скучали в ожидании следующего обеда. Автор берет в основном кошек из приютов и центров спасения, но можно подать заявку и на своего питомца. Отличная идея, я думаю, можно перенять такую полезную идею, ведь действительно помогать братьям нашим меньшим необходимо. Вот такая новость, которую можно обсудить за чашечкой утреннего кофе. Ну и сейчас, конечно же, пора бы передать слово нашим коллегам из новостного отдела. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. Железная дорога в республике становится все популярнее. За первые 4 месяца поездами ЖДЯ воспользовались более 153 тысяч пассажиров. Общий пассажирооборот вырос почти на 5%. Развитие магистрали идет в рамках нацпроектов «Инфраструктура для жизни» и «Эффективная транспортная система». Обновляются пути, растет доступность услуг. Как отмечают депутаты и пассажиры, железная дорога, которая когда-то казалась мечтой, сегодня стала настоящей транспортной артерией Якутии, связавшей регион с Большой землей. И тренд сохраняется. К концу года прогнозируется перевозка более 463 тысяч человек. Снижен тариф на переправу из Якутска в Нижний Бестях. Теперь проезд стоит 2500 рублей с человека. Перевозки судами на воздушной подушке по маршруту Якутск-Нижний Бестях продолжаются в штатном режиме. Напомним, что в период густого ледохода перевозчики поднимали стоимость билета до 5000 рублей. Рост был связан с кратным увеличением расхода топлива. Культурная карта региона обновляется буквально на глазах. На совещании под руководством вице-премьера Дмитрия Садовникова обсудили ход строительства ключевых объектов, которые должны открыть двери уже в ближайшее время. Главный фокус на новом корпусе Высшей школы музыки имени Босикова. Здание на 240 учащихся с интернатом площадью почти 10 тысяч квадратов планируют сдать к концу этого года. И работы кипят. 43 строителя уже монтируют коммуникации и фасад, а к концу мая к ним присоединятся еще 30 отделочников.
В Ленске члены общества инвалидов и специалисты Комитета по молодежной и семейной политике приняли участие в посадке яблонь в рамках сразу двух акций: республиканской «Связь поколений» и районной «25 добрых дел» в честь 25-летия восстановления города после наводнения. Молодые саженцы яблонь были высажены около здания общества инвалидов. По итогу во дворе учреждения появились 5 саженцев. Члены общества инвалидов очень надеются, что кусты приживутся, вырастут в прекрасные деревья, которые будут радовать яркими красками. Наше учреждение совместно с Ленским обществом инвалидов решили немножко облагородить, благоустроить территорию рядом, которая прилегает к их обществу инвалидов. Нашли саженцы яблонь и вот совместно с ними производим сейчас высадку. Вот мы, как молодое поколение, и общество инвалидов, как старшее поколение, совместно вот занимаемся такими вот добрыми делами. Саженцы нам любезно предоставила, и мы благодарим школу номер 1. Вот, они у нас славятся своими яблонями, да? У них есть яблоневый сад. В мае с началом сезона массового отдыха жители Якутска традиционно выезжают на природу. Однако в условиях особого пожароопасного периода не все территории доступны для посещения. В целях безопасности и предотвращения пожаров в городе определили специально оборудованные места для отдыха. Для горожан доступны следующие зоны: поселок Кангаласы, село Владимировка и городской пляж на 202-м микрорайоне. Призывают и строго соблюдать правила пожарной безопасности: не разводить костры вне специально оборудованных зон, не оставлять мусор, не бросать окурки и не использовать пиротехнику. С 16 по 19 июня в Якутске пройдет спартакиада республики по адаптивным видам спорта «Джулур». В соревнованиях примут участие более 800 спортсменов с инвалидностью из 21 муниципального образования. Спортсмены будут состязаться в волейболе сидя, голболе, легкой атлетике, настольном теннисе, полевой стрельбе, шашках, шахматах и стрельбе из традиционного лука. В этом году впервые отдельным зачетом примут участие ветераны боевых действий с инвалидностью и участники СВО, получившие ранения. Для них в программу включена дисциплина «Пулевая стрельба». Сегодня, 21 мая, в России отмечается День защиты от безработицы. И в рамках этого дня в республике пройдет масштабная акция «В кругу своих». Единый день трудоустройства участников специальной военной операции и членов их семьи. Во всех кадровых центрах республики будут организованы площадки, где можно будет получить помощь в трудоустройстве, а также консультации, узнать о мерах поддержки и новых возможностях. Сегодня подробнее об акции и о том, почему мероприятие так важно для участников СВО и их семей, нам расскажет наш сегодняшний утренний гость. Это Айтал Кермясов, заместитель директора Центра занятости населения Якутии. Доброе утро. Доброе утро. Давайте немножечко поговорим о том, в чем же главная цель этой акции, да, и почему именно в День защиты от безработицы стал таким поводом для проведения такого знакового мероприятия. Это комплексное мероприятие, главная цель которого содействует трудоустройству и социальной адаптации участников специальной военной операции и членов их семей. 21 мая мы традиционно отмечаем День защиты от безработицы. И эта дата с 1992 года является именно днем интереса общества к сфере занятости и к рынку труда. И именно символично, что именно в этот день мы выбрали, чтобы показать, что каждый участник специальной военной операции и их близкие, они очень важны для государства и находятся под особой защитой и контролем, что их реальные возможности у нас востребованы, и они нам нужны. Но а чем эта акция будет отличаться от других ярмарок вакансий, которые проводятся достаточно часто, да? И вообще о каких возможностях все-таки для участников СВО мы говорим? Данная акция — это не просто ярмарка, это комплекс мер поддержки. В эти дни у нас по всей республике уже заранее начали готовиться к этой ярмарке, уже проводились разные промо-туры, проф-туры организации. И именно в этот день участники специальной военной операции и их близкие могут получить меры государственной поддержки, это узнать о вакансиях, познакомиться с работодателями,
это пройти узнать, какие есть востребованные сейчас профессии, какие профессии им подходят, также консультации со стороны наших партнеров, которые тесно работают также с участниками специальной военной операции, это с соцзащитой, это с психологами, это иными разными организациями, которые всегда с нами тесно работают. Но, конечно, мы знаем, что многие участники специальной военной операции сегодня находятся на этапе такой некой адаптации, да, к мирной жизни. Вот какие программы и меры поддержки предлагает кадровый центр, чтобы помочь человеку найти себя в новой профессии? Ага, это у нас, получается, кадровый центр Якутии реализует несколько мер поддержек. Это, то есть, на каждого участника специальной военной операции, который обратился в наш адрес, мы прикрепляем карьерного консультанта, то есть данный человек будет его сопровождать до целого трудоустройства и адаптации на рабочем месте. Это, конечно же, программы переобучения по нас проекту кадры, то есть данные участники специальной военной операции, члены их семей могут получить специальности, разные специальности, от IT-специальностей до рабочих специальностей. Это, конечно же, субсидии работодателям от 135 тысяч рублей за трудоустройство участников СВО в рамках квоты и от 200 тысяч рублей на оборудование специальных рабочих мест для тех наших ветеранов, которые, к сожалению, стали инвалидами. Также это стимулирование найма в виде возмещения затрат, это 1,5 МРОТ. Также очень много мер поддержек, за которыми можете подойти сегодня, и наши карьерные консультанты, наши специалисты и гости вам все расскажут. То есть очень удобно, да, не надо ходить самому разбираться условно, да, возможно, там где-то стесняешься задать лишний вопрос, где-то, возможно, затрудняешься. Есть у тебя куратор, который будет вводить тебя от точки А до точки Б, все объяснять, соответственно, и таким образом можно будет трудоустроиться, да, либо предложить вакансию, да, с точки зрения работодателя, да? А что будет происходить на главной площадке в Якутске по адресу улица Орджоникидзе, 10? Какие интересные мероприятия, возможно, какие-то активности будут? Да. Основное мероприятие у нас в городе Якутске, большое такое, по улице Орджоникидзе, 10. Это ресурсный центр добровольчества здания. И здесь у нас, конечно же, пройдет сама встреча с работодателями. Заявлено более 20 работодателей, более 100 вакансий. Работодатели у нас большие, крупные, как Риастрой, Якутпромстрой, Жилкомсервис, Норголд, управделами города Якутска заявлено, аэропорт Якутск, Сахатранснефтегазбыт и так далее. Очень разные вакансии, не только для участников специальной военной операции, но и их членов их семей тоже подходят данные вакансии, плюс разные карьерные консультации. Также, как я ранее сказал, можно узнать о наших программах переобучения. По нас по проекту кадры будут разные интересные гости, которые будут мотивировать, рассказывать, также психподдержка, также вопросы соцадаптации и, конечно же, это помощь в составлении резюме и так далее. Айтал, ну, как вы уже отметили, что это не только для участников специальной военной операции, но и для членов их семьи, да? Все верно. А как это, допустим, только близкие члены семьи или, допустим, придет, скажет, я троюродный брат, помогут трудоустроиться или только близкие? Ага. Ну, в категории близких родственников относятся только вот близкие родственники, да? Мамы, дети, жены. Конечно же, мы никому не отказываем. В рамках этой акции могут подойти не только участники специальной военной операции, но и все желающие.
Да, то есть все, кто ищут работу, могут подойти на такую замечательную акцию и, может быть, найдут работу своей мечты, правильно? Да, конечно. Спасибо большое, Айтал. Давайте напомним, когда у нас проходит все это. Да, все это мероприятие у нас будет сегодня по улице Орджоникидзе, 10 в городе Якутске и во всех кадровых центрах работы России по республике Саха-Якутия. Спасибо большое. Мы желаем, чтобы акция прошла отлично. Ну и, конечно, благодарим вас за то, что помогаете людям найти работу, потому что сегодня это очень важно. Спасибо. 21 мая не просто дата в календаре, а настоящий калейдоскоп событий. От старта легендарной полярной экспедиции до основания ФИФА, от профессиональных праздников до гастрономических радостей. Сегодня есть что отметить. Погружаемся в историю и современность вместе. Все. На календаре 21 мая. Сегодня Международный день чая. День военного переводчика и День полярника в России. А в Якутии отмечается День песни. По народному календарю Иван Долгий. На Руси в этот день крестьяне традиционно сеяли пшеницу. Обращали внимание на приметы, связанные с посевом. Говорили: пшеницу сей, когда черемуха зацветет, либо не сей пшеницу раньше дубового листа. Этот день в истории. Испанский мореплаватель Жуан да Нова открыл остров Святой Елены. Этот день также считается началом основания Тихоокеанского флота. В Париже основана Международная федерация футбола ФИФА. Начала свою работу первая в мире дрейфующая на льдине научная станция «Северный полюс-1». В этот день родились Данте Алигьери, итальянский поэт и мыслитель, создатель итальянского литературного языка. Гаспар Гюстав Кориолис, французский математик, инженер и ученый. Андрей Сахаров, советский физик, академик, политический деятель, правозащитник, нобелевский лауреат. Глеб Панфилов, советский российский режиссер, сценарист, народный артист РСФСР. Любовь Полищук, советская российская актриса театра и кино, народная артистка России. Сергей Шойгу, российский государственный военный деятель, генерал армии, герой России. Именины сегодня отмечают Андриан, Арсений, Иван. Здорово, когда есть рубрика, когда ты благодаря ей знаешь все, что происходит или произошло в этот день. Но мир так велик и интересен, что вопросов всегда больше, чем ответов. Особенно у детей. Их любопытство не знает границ. И чтобы удовлетворить эту жажду знаний, мы запустили рубрику «Спроси учителя». Каждую неделю эксперты будут отвечать на самые популярные и необычные вопросы юных зрителей. Начинаем путешествие в мир открытий. Место встречи – площадь Республики, место, где пересекаются люди, идеи и время. А сегодня здесь пересекутся точность, воображение и язык линий. Александр Валерьевич, здравствуйте. Здравствуйте, Валентин. Уже много лет ваш язык общения – это язык управления. Сегодня готовы ли принять вызов 60 секунд и ответить на вопросы наших школьников и вспомнить начало своего профессионального пути? Да, готов. Здравствуйте, я Даненко Дмитрий, ученик 10 класса Политехнического лицея, город Мирный. А правда, что хороший чертеж – это как пословица? Минимум слов, максимум смысла. Ну, это не совсем так. Вообще, это изречение, скорее всего, применимо к афоризмам, где за определенное короткое количество слов он должен передать весь смысл. Да? У нас не так. У нас чертеж – это изображения, которые переносятся на бумагу, и где должны быть именно все размеры, обозначения, надписи, для того, чтобы полностью передать его форму, для того, чтобы впоследствии можно было ее изготовить или ее применить. Здравствуйте, я Нераев Слава. Я ученик 10 Б класса Покровской школы номер 3 Хангаласского района. Скажите, пожалуйста, почему в черчении нельзя рисовать примерно? Ну, в черчении примерно никак не получится рисовать, потому что этот предмет один из таких оригинальных предметов, потому что
он полностью зависит от государственного стандарта, которые введены, и единой системы конструкторской документации, которые есть, которые применяются в странах СНГ и у нас в России в том числе. Поэтому вот специальный перечень документов и специальный стандарт регламентирует именно изготовление чертежей. Здравствуйте, я Павлов Ярослав, ученик 10 класса Мирюнской юношеской гимназии Усть-Алданского района. Правда ли, что черчение развивает мозг так же, как, например, шахматы? Ну, вообще, черчение и шахматы, они, скорее всего, развивают разные когнитивные процессы. Дело в том, что черчение, оно развивает глазомер, пространственное воображение, аккуратность, а шахматы, они развивают, скажем так, анализ, стратегию, ну и моменты принятия решений. Поэтому, на мой взгляд, кажется, что в принципе они, возможно, друг друга добавляют, но развивают разные процессы. Так, ну хочется вспомнить один очень старый анекдот про учителя. Значит, у учителя спрашивают: назовите 3 причины, за что вы любите профессию. Он сказал: июнь, июль, август. Вот на этой прекрасной ноте я хочу нашим учителям пожелать хорошего завершения учебного года, ну и хорошо отдохнуть. И подписаться на наши соцсети, на соцсети Министерства образования и науки и быть в ритме нашего родного образования. В Якутии все больше молодых людей выбирают колледжи и техникум. И это уже давно не только про пары и зачеты. Это про реальные профессии, современные технологии и работу, а еще во время учебы. Подборку новостей о колледжах подготовил Госпаблик Института развития профессионального образования. Так, например, студенты Верхневилюйского техникума, например, уже зарабатывают. Они ремонтируют автомобили, помогают пожарным и участвуют в общественных рейдах. Только за несколько месяцев учебный комплекс принес техникуму более 3 миллионов рублей. В Мирном и Покровске активно идет подготовка к приемной кампании. Абитуриентов ждут IT-направления, нефтегазовая отрасль, сварка, программирование и даже технологии искусственного интеллекта. А студенты Жатайского техникума проходят практику на легендарном Балтийском заводе в городе Санкт-Петербурге. Там же будущие судостроители участвуют в создании настоящего атомного ледокола. Сегодня колледжи Якутии – это уже не просто образование. Это прямой путь в профессию и возможность начать карьеру еще во время учебы. Переходите по QR-коду, который вы видите прямо сейчас на экране, чтобы узнать подробности о поступлении в колледжи Якутии. Конечно, выбор профессии – дело сложное, но иногда профессия находит тебя сама. Так произошло у нашего героя. В 13 лет, когда в магазинах был острый дефицит одежды, он впервые взял в руки иголку и нитки. Сначала перешивал старые вещи для себя и семьи, потом начал экспериментировать с фасонами. То, что начиналось как вынужденная мера, со временем превратилось в настоящее призвание. Здравствуйте, меня зовут Роман Затрутин. Я портной-закройщик, дизайнер по коже и дубленкам. Работаю уже 38 лет в своей профессии, работаю в ателье. Но это все началось как бы в лет, наверное, в 13. Просто в то время не было одежды никакой, как бы охота была модно одеваться. Началось все с того, что я стал потихоньку брать мамины джинсы и ушивать их. Вручную ушивал, заутюжу их вот так вот. Одену, схожу на дискотеку, потом все это распарывал, заутюживал, опять, чтобы складок не было, и ложил на место, как будто бы никто ничего не одевал. И после 8 класса я и родители мои тоже стали думать, куда дальше двигаться, или идти дальше учиться, или как. И вот папа предложил: давай пойдешь портным, тебе же нравится, вот ты же до машинки шил. Я подумал, почему бы и нет. Вот меня в 15 лет, помню, мне было, привели прямо на производство, именно сюда, в Силуэт. Это был 87-й год, и меня взяли учеником портного. И вот с этого времени я тут и работаю. Я все брал у талантливых людей, которые были у меня учителями, учился у них.
И кроить учился, и дизайну учился, все у своих учителей. И я даже поработал еще года 4 в театре оперы и балета. Шили театральные костюмы на спектакле. Было интересно, творческая работа такая была. Я люблю свою работу, потому что, во-первых, сижу всегда в тепле. Второе, работа творческая, как интересная. Я же работаю с такими тяжелыми материалами, как кожа, дубленки. Мне очень нравится это. Сложности бывают, конечно. Например, столько лет опыта вот, имеете, и все равно где-то что-то, все равно нужно подумать, посмотреть как-то вот по-новому. Вот, например, заказывают куртку, какие-то детали новые. Это все нужно сконструировать, все это в голове, все это осмыслить, и как это сделать. Прежде чем скроить и нарисовать, все это должно у тебя быть в голове, то есть полностью технологию прочертить. И потом уже это все начинаешь шить. Конструирование называется. И пошив, естественно, потом уже. Для нашей работы главное терпение нужно. Терпение, усидчивость и, главное, хотеть этим заниматься. Коллектив у нас здесь очень большой, женский в основном, да. Мужчин у нас мало, то есть я и еще один мужчина работает. Когда я пришел в 15 лет сюда на работу, я когда увидел, что это женский коллектив, я думаю, так, годик поработаю, а потом убегу отсюда. Потому что я, как увидел все это, не думал, что я смогу столько лет поработать в женском коллективе. Но сейчас работался нормально. Они накормят, напоят тебя. Молодежи хочу сказать, что если хотят они работать в нашей профессии, мы всегда рады. Немножко нужно подождать время, усидчивость, а потом все придет. Самое главное было, чтобы желание. Ну, хочу привет передать, конечно, своим всем родным, всем своим знакомым, друзьям и пожелать всем здоровья большого, благополучия и всегда улыбаться, быть веселыми, то есть, чтобы никого ничего не огорчало. Каких только профессий нет в мире. Но особенно удивляет, когда женщины выбирают работу, которую когда-то считали совсем не женской. Например, профессия охранника. Диагноз, который поставили героине нашего следующего сюжета, перевернул ее жизнь. Пришлось переехать в Якутск, стать на диализ и получить первую группу инвалидности. Казалось бы, самое время сдаться. Но Уруйдана Дарбасова выбрала другой путь. Она доказала и себе, и обществу, что сила духа не зависит от здоровья почек. Тему продолжит Катерина Винокурова. Утро у Уруйданы Дарбасовой начинается с проверки постов. Ее оружие не кулак и не пистолет, а внимательный взгляд, рация и удостоверение частного охранника. Еще год назад она жила в селе Мегина-Алдан, работала специалистом в администрации. А сегодня под ее защитой школа, онкологический центр, детский сад и педагогический колледж. Сама захотела попробовать в охранной деятельности. Раньше работала специалистом в наследственной администрации. И вот сейчас в городе приехала в город и устроилась охранником 4-го разряда. Получить лицензию частного охранника не просто и здоровому человеку, а для человека на диализе это маленький подвиг. И руководство предприятия пошло навстречу. Это доказывает, что здесь важны не габариты, а голова на плечах и надежность. Современные средства охраны – это КПП, наблюдение, работа с документацией. Уруйдана отлично справляется. График работы подстроен под процедуры диализа. Это пример того, как должно работать инклюзивное трудоустройство. В 2025 году поставили диагноз почечной недостаточность. Нужен на диализ. На процедуры, да? Да, на процедуры. Поэтому срочно переехала в город Якутск. Вот трудно было найти работу. Я встала на учет по безработице. И через центр занятости выучилась на охранника. И нашли работу мне. Специалисты центра занятости постарались. Помогли очень. Большое спасибо им. Спокойствие посетителей этого объекта держится именно на таких людях. Потому что настоящая безопасность – это уверенность человека, который знает. Жизнь – это ответственность. А Уруйдана знает о цене жизни больше нас.
Не отчаиваться и идти вперед, не опускать руки, любить жизнь. Считаете себя оптимистичным и жизнерадостным человеком? Да, считаю себя оптимистичным. Что вас делает счастливым? От чего вы улыбаетесь? Люблю жизнь, люблю людей и верю во все хорошее, светлое. А в свободное от смен время Уруйдана не отдыхает. Она тренируется. Стрельба из лука, дартс, чтение книг и сертификат массажиста. Жизнь уже проверила ее на прочность. А она каждый день отвечает ей улыбкой, работой и верой в лучшее. Иначе нельзя. Катерина Винокурова, Семен Семенов, Якутск. Действительно, ради профессии люди порой готовы на кардинальные перемены. Например, на переезд в другой конец страны. Дальний Восток сегодня активно развивается. Здесь запускаются крупные проекты, открываются новые предприятия и востребованы специалисты самых разных направлений. Владивосток – это один из центров роста. Это не просто город на карте. Это место, где встречаются культуры, где море рядом, а возможности еще ближе. Подробнее в сюжете наших коллег. Марина Яглинская каждые выходные старается начать с прогулки на мысе Поспелого. За небольшой период времени это место стало для нее любимым. 2 месяца назад вместе с мужем, дочкой и сыном переехала во Владивосток из Иркутской области. Одна мечта на 4 – жить в городе у моря, говорит Марина. Первый раз мы заговорили о Владивостоке, наверное, лет 5 назад. Мы сидели с супругом, он говорил о том, что он был в 2012 году здесь, в городе, что ему безумно понравилось, и он мечтает свозить меня, показать, как здесь красиво. Когда выбрали Владивосток, вот здесь вот сердечки где-то ёкнуло, и было понимание, что да, мы хотим поехать в этот город, мы хотим изучить этот край, узнать культуру народов Дальнего Востока. Изучать Приморский край, Владивосток в частности, семья Яглинских начали сразу. Им уже полюбились сопки Орлиное гнездо, Бурачка. Все вместе встречали закаты и рассветы в этих местах. Посетили несколько музеев, Владивостокскую крепость и стараются каждые выходные открывать для себя новые места Русского острова. А вот любимое место для прогулок у семьи Плохутиных – спортивная набережная. Здесь не только морем полюбоваться можно, но и в уютном кафе выпить чашку чая. Супруги Кристина и Евгений с 2 дочерьми переехали во Владивосток из Санкт-Петербурга. 1,5 года назад Евгению предложили работу в городе у моря. Приехав сюда, сразу поразились свежим воздухом, климатом и большим количеством солнца. Первый раз, когда мы поехали на море, мы поехали на остров Попова. Такое было приключение, на самом деле, для наших детей, потому что переправлялись мы на машине на пароме, ехали очень долго, купались. Это было начало июля, тогда стояла как раз очень теплая погода. Это было первое лето здесь, и наши девчонки, и мы, собственно, остались под впечатлением. Мы много путешествовали не только по России. Мы были в Южной Америке, были в Доминикане, были на Кубе, были в Таиланде. И, то есть море нам есть с чем сравнивать. И Балтийское море видели, и Северное море. Вот это море нас просто влюбило в себя. Мы влюбились просто, в это море. В планах у семьи Плохутиных первым делом с наступлением лета побывать в бухте Триозерье. А вот Марина Яглинская вместе с супругом и детьми готовятся к поездке в бухту Ежовую. Каждый из героев сюжета уверен, он уже не просто гость Владивостока, а тот, кто выбрал город сердцем. Арина Дутова, Екатерина Таланова, Панорама. Сегодня четверг, день, когда «Утро Якутии» дарит вам порцию киноновинок. Представляем вам свежую киноафишу, лучшие фильмы недели, громкие премьеры и проверенные хиты. Хотите знать, что идет в кинотеатрах и какой фильм выбрать на вечер? Мы уже все подготовили. Смотрите в кинотеатре «Центральный» с этого четверга. С 21 мая ко Дню песни и Дню Саилыка в прокат выходит якутская музыкальная комедия «Влетники» режиссера Прокопия Федорова. Фильм необычен тем, что зрители смогут петь любимые хиты вместе с героями благодаря караоке-элементам прямо во время сеанса. В
картине приняли участие звезды якутской эстрады: Сахая, Александр Бурнашов, Ника, Петр Кулаковский, Нина Захарова и Аяла Мосов. По сюжету начинающий певец приезжает на Саилык признаться в любви, но сталкивается с препятствиями. Против него родители девушки и конкурент, богатый гость из Москвы. Фильм обещает поднять настроение и подарить яркие эмоции всем зрителям. Мой секрет счастья прост – это забота о моих овечках. А с 23 мая кинотеатр «Центральный» приглашает отправиться в пушистое расследование. Но они все... Ну почему он остановился? Там как раз должны были назвать убийцу. Джордж – одинокий мужчина, который сбежал в ирландскую глубинку и стал пастухом. Он не ест мясо, трепетно заботится об овечках и знает характер каждой. Это своевольно и держится в стороне, а вот это дьявольски умна. А еще Джордж читает своей пастве детективы, и ведь стадо внимательно слушает. А затем удивляется, выяснив имя убийцы. Увы, одним солнечным утром овечки находят бездыханное тело пастуха. Раз уж полиция традиционно бесполезна, то звери решают. Они проведут собственное расследование и накажут убийцу. Фильм идеально держит баланс между расследованием и абсурдным весельем, комедией и драмой, прямолинейной шуткой и многослойной метафорой. «Овечки» не лучший фильм года, но пока что самый разносторонний и очаровательный. Он отменно смешит, учит важному и увлекает детективной аркой. Поэтому с сеанса вы будете выходить с ощущением тепла и верой в лучшее. Желаем вам отличного настроения и приятного просмотра. Что это с ними? Для тех, кто только присоединился к нам, напоминаем, что вы смотрите прямой эфир программы «Утро Якутии» на телеканале «Якутия-24» и НВК «Сахам». Если вы пропустили какой-то материал или, возможно, желаете пересмотреть некоторые сюжеты, вы можете найти повтор наших эфиров на наших активных страничках. Это в Телеграме и в Максе. Возможно, хотите задать вопрос, либо предложить тему для обсуждения. Тогда смело добавляйтесь в нашу большую утреннюю команду. И еще раз говорю, QR-код вы видите прямо сейчас. Мы есть в Максе и в Телеграме. Движемся далее и давайте вновь узнаем, что же произошло на территории нашей республики и за ее пределами за последние сутки. Продолжаем освещать самые заметные события. Доброе утро. В Якутии можно бесплатно получить востребованную профессию. Это реальная возможность по линии нацпроекта «Кадры». Государство оплачивает обучение, а жители республики уже активно пользуются шансом. Программы доступны почти всем. И тем, кому за 50, и молодежи до 35, и родителям в декрете, и людям с инвалидностью, и ветеранам СВО. Самые популярные навыки – сварка, управление техникой, электромонтаж, уход за больными, работа в 1С. Обучение проходит в удобном формате, а после – помощь трудоустройством. Узнать подробности и подать заявку можно в центрах занятости или на портале «Работа России». В Якутии стартует большой праздник для тех, кто создает рабочие места и двигает экономику вперед. С 20 по 31 мая республика отметит День российского предпринимательства, насыщенной программой событий, от деловых семинаров и бизнес-завтраков с властями до ярких ярмарок и образовательных интенсивов. В программе все, что важно для дела: консультации по налогам и господдержке, прямые диалоги с чиновниками, выставка «Сделана в Якутии», где можно увидеть и купить местную продукцию, и традиционная ярмарка «Дача, огород, усадьба» на Комсомольской площади. С приближением лета стартуют учебные и военно-полевые сборы. В них ежегодно принимают участие школьники 8-10 классов, а также студенты СПО по всей республике. Первыми среди них 5-дневные учебные сборы организовали в Якутской кадетской школе-интернате. Здесь пройдет обучение по основам военной подготовки. Кадеты изучат размещение и быт военнослужащих на поле, и организации караула, элементы строевой, огневой, тактической, физической и военно-медицинской подготовки, а также вопросы радиационной, химической и биологической защиты воинов.
войск. В процессе учебных сборов пройдут и мероприятия по военно-профессиональной ориентации. Ребята будут изучать некоторые тактические элементы, будут изучать тактическую медицину, то есть как, что нужно делать при ранении, как накладывать жгуты, как накладывать турникеты и так далее, как переносить раненого будут изучать. Ну, такие будут именно практикоориентированные занятия. Вот. Также там БПЛА, это будут средства защиты там, и так далее. Там. То есть это мы как раз-таки работу проводили, программу готовили совместно с представителями именно там, и Росгвардии, и военных. В республике стартует большая проверка знаний о земле и сельском хозяйстве. С 26 по 30 мая более 4000 жителей республики напишут всероссийский агродиктант. Уникальный тест, где вопросы о растениеводстве и животноводстве соседствуют с цифровыми технологиями ВПК и почвоведением. Присоединиться может каждый: студенты и преподаватели, фермеры и школьники, да просто любознательные люди. Возраст и образование не важны. Достаточно 15-20 минут и доступ в интернет. В регионе уже открыто более 170 площадок, но пройти диктант можно и онлайн до 30 мая на сайте agrodiktant.rf. А в сентябре она родила британская дочка. Галина Нельбисова – известный прозаик, журналист и член Союза писателей России, одна из популярных авторов современной якутской литературы. Ее первое произведение увидело свет в 2005 году, а за прошедшее время вышло более 20 книг. В центре ее рассказов и повестей истории реальных женщин, с которыми писательница встречалась во время работы корреспондентом. Через судьбы своих героинь Галина Нельбисова тонко раскрывает темы любви, семейных отношений, жизненных ценностей и смысла бытия. На недавней встрече, посвященной юбилею писательницы, литературные критики, коллеги и читатели тепло поздравили ее и пожелали новых творческих успехов. Ярмарка, концерт, обряды. В Якутске отметят День Сыйлыка. Праздничная программа развернется на площади Орджоникидзе с 11 до 19 часов. Это и ярмарка местной продукции, и выставка продажи якутской национальной одежды. Также пройдут различные национальные обряды, игры и конкурсы, мастер-классы для детей. Будут организованы фотозоны в якутском стиле. Ну а завершится празднование концертом звезд эстрады. На этом все. Эфир телеканала продолжит программа «Утро Якутии». Оставайтесь с нами. И мы продолжаем наш прямой эфир. Уже конец мая. И главная тема этих дней для многих жителей Якутии – это рассада. Что уже выросло, что только взошло, а что пора уже спасать? Когда высаживать помидоры и огурцы? Как ухаживать за картошкой? И нужно ли что-то уже подрезать? На все эти вопросы ответит наш эксперт Наталья Слепцова, заведующая кафедрой агрономии АГАТУ. Доброе утро. Доброе утро. Ну вот, как мы уже сказали, 21 мая, конец месяца. Какая рассада уже должна быть готова к высадке к этому времени, да? А для каких культур уже достаточно поздно? Ну, я хочу сказать, если вы посадили на рассаду, то рассада должна быть уже готовая к высадке, да? Значит, еще не поздно сажать на рассаду свеклу, еще не поздно сажать на рассаду огурцы, кабачки. Значит, тыкву еще не поздно сажать. Я хочу сказать, только если вы сейчас посадите, это будет срок, когда будете получать урожай, это будет довольно-таки позднее. Где-то недели на 2 будете получать урожай позже. Но сейчас осень у нас длинная, в последние года осень длинная, и у кого поликарбонатные теплицы такие теплые, значит, они могут даже сажать в 2 этапа, называется. Первый этап, значит, это вот когда получить ранний, да, а потом, когда уже позже, это можно, у кого теплые теплицы хорошие, это можно уже чуть ли не до октября получать урожай огурцов. То есть, кто не успел, можно еще попасть, так сказать, в последний вагон, да? Хорошо. А нужно ли пикировать рассаду, да? И какие растения этого категорически не любят? Но пикировать рассаду нужно. Но есть растения, которые не выносят пикировки. Ага, значит, они вообще сами эти растения по себе, их нужно садить в грунт. Допустим, вот свекла переносит пикировку, очень хорошо насажается рассада. Морковь не переносит пикировки, то есть морковь надо садить сразу на участок. Да. Также зеленые культуры, многие зеленые культуры не переносят, поэтому, значит, их сразу надо сажать или в большой горшок,
Да, ну или сразу в грунт. В грунт. Мгм. Чем можно подкормить рассаду в конце мая, да, чтобы все-таки, возможно, она побольше стала, добротней? Ага. Значит, я хочу сказать, что сейчас большой ассортимент минеральных удобрений. Значит, к минеральным удобрениям нужно подходить так, что нужно больше выбирать комплексные удобрения, которые содержат и азот, и фосфор, и калий. Это макроэлементы питания растений. Вот так же, как для нас азот, как для нас белки, жиры и углеводы, да, макроэлементы, так и для растений. НПК, азот, фосфор, калий – это макроэлементы. Также есть еще микроэлементы. Ну, как и человека, да, так и растения. Без них растение будет расти, оно не погибнет, но оно будет слабое, оно будет подвержено заболеваниям. Поэтому... Ну, вот такие вот удобрения, как амофоска, нитрофоска, они продаются, комплексные удобрения. Да, поэтому лучше позаботьтесь об этом сейчас, да? Ну, перейдем таким к самым популярным овощным культурам, да, о которых заботятся практически все на территории республики. Ну, начнем с помидорок, да? Как высаживать их правильно? Как формировать куст? Потому что это, конечно, история для каждого садовода своя, да, кто-то считает так, кто-то так, но все-таки с точки зрения, ну, вот, вашего опыта. Ну, я хочу сказать, что помидоры, когда сажать, да? Когда высаживать помидор. Если в парник, в теплицу, в укрытие, под укрытие какое-то, то можно вот после Николиного дня, после 22-го. На грунт надо сажать в начале июня. Высадка в грунт в начале июня, это после заморозков. После у нас в конце мая, начале июня обычно заморозки бывают. Да. Помидоры как таковая, как продукт, ну, в смысле как растение, но требует пасынкования. Пасынкование, значит, пасынки, боковые побеги, они вырастают из пазух листьев. Их надо убирать, после высадки в грунт, через каждые 8 дней. 7-8 дней, почти каждую неделю надо убирать. Да. Значит, длина пасынков, да, где-то 3-7 сантиметров в такое время надо убирать. И при формировании томатов необходимо учитывать, что избегать загущения посевов. Загущение посевов надо избегать. Значит, пасынкование необходимо делать. Значит, если низкорослые томаты, штамбовые томаты, такие как москвич, они не требуют пасынкования. Высокорослые томаты, как сибирский скороспелый, они требуют подвязки и требуют пасынкования. Их еще формируют в один стебель, могут формировать в 2 стебля. Когда берут самый сильный пасынок с верхней части, и пускает его как дополнительный главный стебель. Значит, также томаты, пасынкование, подкормка обязательно томатам тоже необходима. Да. А вот зачастую бывает такая проблема с томатами, вытянулся куст, вот прям растет, высь. Что делать с ним? Ага. Этот вытянутый куст, да, это недостаток освещения. Недостаток освещения и, значит, и обильный полив. Недостаток освещения, обильный полив. В таком случае, значит, надо досветку ставить обязательно, поливать только отстоявшейся водой. И, значит, можно применять, снизить температуру. Снизить температуру, где-то температура до 16-18 градусов надо снизить. И потом, значит, можно применять такие препараты, которые замедляют рост растений, да, они вот везде продаются, такие как Атлант. Применять его согласно инструкции. Да. А огурчики быстренько, да? Вот что делать, если завязываются плохо, и потом, конечно же, горчат? Так. Значит, если завязываются плохо, да, значит, перейдите срочно к ручному опылению. Цветочек? Да, перейдите срочно к ручному опылению, если вам очень так нужны огурцы. И применение препаратов таких, как бутон, зависть. Можно
ну, не жидкость, а как она называется? Ну, забыла. Хватит двоих. Хватит двух вот двоих, этих, да? хватит Все двух, хорошо. ага. И картофель, любимый картофель. Какие-то советы основные, может быть, чтобы увеличить урожай картофеля в 2026 году? Так, картофель, посадку картофеля начинают в зависимости от агроландшафта. Там должна быть физическая спелость почвы. Физическая спелость почвы для картофеля, значит, это когда температура почвы выше 10 градусов. При температуре почвы плюс 5 градусов, значит, это холодно для картофеля. Он в определенных условиях, если еще повышенная влажность, он может просто в почве сгнить он может. При поливе картофеля до цветения, значит, умеренный полив должен быть. Да. Во время цветения и бутонизации, когда картофель формирует клубни, тогда должен быть обильный полив. И уже после окончания цветения полив тоже надо сократить, для того, чтобы не развивались грибковые болезни. Также картофелю необходимо делать окучивание. Это знают все, Да, думаю, да? необходимо делать окучивание, да, для формирования, значит, куста, для формирования куста, и еще для формирования столонов и для формирования дополнительного урожая. Вот так. Итак, вот такие замечательные полезные советы сегодня прозвучали от заведующей кафедры агрономии АГАТУ Натальи Слепцовой. Спасибо большое. Мы желаем всем, чтобы урожай 2026 года порадовал многих жителей нашей республики. Увидимся завтра в 7:00 на телеканале Якутия-24. Желаю хорошего урожая.